Повестка за драку. Российский телеграм-канал «Мэш на волне» сообщил, что участникам массовой драки в Симферополе вручили повестки в военкомат. В мае 2024 года в сети появилось видео потасовки на одной из городских улиц. Позже советник главы российской администрации Крыма Олег Крючков сообщил, что причиной потасовки стал конфликт между родными братьями. Российская власть Крыма заявила, что все участники драки понесут наказание в соответствии с законом. Позже телеграм-каналы опубликовали фото, как утверждается, с некоторыми участниками драки, уже с повестками в руках. Вручение повестки в качестве наказания в Крыму случалось и ранее. Правозащитные организации писали о том, что 25 августа 2023 российские силовики задержали 23 человека якобы за неповиновение законным требованиям полиции. Эти люди пришли на заседание подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя поддержать задержанных накануне активистов Крымской солидарности. Тех обвиняли в организации и участии в террористической организации. Речь идет о запрещенной в России религиозной организации Хизбут-Тахрир. По данным Крымско-татарского ресурсного центра, задержанных крымских татар доставили в полицию, куда прибыл военком Республиканского военного комиссариата под предлогом сверки данных. Повестками они в том числе пытаются напугать людей, чтобы они были менее активными и чтобы максимально не участвовали и в каких-либо акциях и кампаниях. Начинают давать повестки людям, которые приходят в суды, к примеру, или приходят к зданию суда, или во время обыска, когда получают информацию и пытаются прийти поддержать своего соотечественника, то таких случаев было немало. По данным Крымско-татарского ресурсного центра, в конце апреля российские власти должны были усилить мобилизационные процессы в Крыму. Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны Российской Федерации, сообщает, что в ближайшие месяцы Россия может начать новую волну мобилизации. Поскольку контрактников и преступников из тюрем, которых Россия также забирает на фронт, может стать недостаточно для достижения желаемых целей Кремля. Позже российское государственное информагентство РИА Новости со ссылкой на первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева написало о том, что российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. На заявление Financial Times отреагировал и Кремль в лице Дмитрия Пескова, заявив, что России мобилизация не нужна. Вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников. Он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, в комментарии для РИА Новости. При этом юридически так называемая частичная мобилизация в России не прекращалась, поскольку президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о ее завершении только устно, но за почти 2 года так и не подписал соответствующий указ. За это время в России значительно ужесточили законодательство, которое касается воинской службы. Недавно в Госдуме Российской Федерации рекомендовали отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов 3 детей. Телеграм-канал «База» пишет, что в парламентском документе подобное решение объяснили так, цитируем, «расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании вооруженных сил Российской Федерации». Также в январе 2024 в России вступил в силу закон, который увеличил призывной возраст на 3 года. Во время весеннего призыва в этом году в армию Российской Федерации впервые начали набирать людей в возрасте от 18 до 30 лет. А российские власти имеют планы и на призывников из Крыма. С территории Республики Крым планируется в текущем призыве призвать и направить на военную службу порядка 2500 призывников. Недавно Машуков в комментарии изданию «Московский комсомолец» заявил, что в аннексированном России Крыму создали 26 призывных комиссий. В Крымско-татарском ресурсном центре говорят, что статус призывника в Крыму не гарантирует того, что военнослужащий не окажется в окопе. С одной стороны, обещают, что призывники будут находиться и оставаться в Крыму, но есть информация, что все равно их отправляют, если не напрямую на фронт, то их отправляют на приграничные территории с Украиной. Имеется в виду не официальные границы, а имеется в виду линии соприкосновения. Все равно призывники, они выполняют работы на воинских частях, на воинских объектах.
но, скажем, находиться в этих воинских частях небезопасно. Телеграм-каналы «Сота» и «Астра» пишут, что в последние несколько недель идет облава на призывников в самой России. Они опубликовали видео родителей призывников, которые собрались у московского сборного пункта на Угрешской улице в Москве, где, по их словам, незаконно удерживают их сыновей. По информации издания «Астра», там держат минимум 15 призывников, которых, несмотря на хронические болезни и отсрочки, заставляли пройти медкомиссию и определяли войсковые части. Наших детей забрали в это строение. Несколько часов находимся здесь. Наши дети также находятся без еды, без воды. Помимо мобилизации и призыва, российские власти для привлечения в ряды армии Российской Федерации активно используют агитацию в надежде на контрактников. В том же Крыму стали появляться мобильные бригады, которые на месте консультируют по вопросам военной службы. Предлагают и привлекают людей, говорят им о том, что они будут получать высокие заработные платы. А последнюю цифру, которую мне называли, это 193-195 тысяч рублей. Далее они обещают о том, что будут дополнительная возможность получить там земельный участок и так далее. Они увеличили количество, практически во всех торговых центрах, они установили такие передвижные мобилизационные пункты. В том числе мобилизационные пункты встречаются в ряде населенных пунктов, микрорайонов и, в частности, в местах компактного проживания крымских татар. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к лету Россия планирует мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих. Эту же цифру называло и издание «Верстка», ссылаясь на свои источники в администрации президента и Минобороны России. Кремль о своих планах по мобилизации не распространяется. Известно, что в конце 2023 года Сергей Шойгу, в то время министр обороны России, заявил о намерениях довести количество российских военных до 1,5 миллиона человек.